Попросим микрофончики пока отключить. Вебинар сейчас уже скоро мы начнем. Дмитрий скинул ссылку, она активна, посмотрите, скачайте ее, скопируйте. Канал Единого ресурсного центра. У кого включены микрофоны, просим отключить. Вроде бы у всех отключены. Нет, те, которые только что подключились. Угу. Так, и вот первый слайд, нет, давайте, да, вот этот слайд, прочитайте его, если у вас проблемы со звуком, если вы не можете настроить телефон. Ну и еще раз повторю, что просим отключить микрофон, потому что это будет чуть-чуть мешать, да, эфиру, и, в принципе, мы будем общаться через чат, но мы можем вам дать возможность задать вопрос, и, в принципе, в самом конце, когда будет серия вопросов-ответов. Вы их можете задавать даже на протяжении всего вебинара, мы их будем фиксировать. Сразу говорю, идет протокол. И давайте следующий слайд включим, о чем речь, да? Мы хотим с вами познакомиться, коллеги. Приветствуем вас на платформе Zoom, Единый ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций развития гражданских инициатив Республики. Меня зовут Вешникова Ольга Анатольевна, я генеральный директор. Здесь присутствует вся наша команда от технической поддержки до юридической поддержки. Сегодня будет со мной в эфире Тамарико Дичковская и Дмитрий Куприянов. Значит, мы таким образом построим нашу работу. Напишите, пожалуйста, сейчас в чате вашу фамилию, имя, отчество, какую организацию вы представляете, электронную почту и телефон. Для чего это нужно? Во-первых, мы познакомимся, и мы так же, как и вы, сейчас реализуем проекты и сдаем отчетность. Нам нужно знать, кто пришел к нам сегодня на вебинар. Это раз. Во-вторых, мы всем абсолютно отправим и анкеты, и ссылки на наши предыдущие вебинары. Поэтому просим вас, это в ваших интересах, если мы будем знать, как вас зовут, какую организацию вы представляете, и телефон для обратной связи. Спасибо большое. Я вижу, уже в чате начали поступать такие мини-презентации. Можете там ставить, я не знаю, смайлики. Если вам все нравится, все слышно хорошо, можете ставить плюсики. Значит, сейчас наша задача с вами познакомиться. Да, и, пожалуйста, телефончики свои. Даже если вы не представляете некоммерческую организацию, но появится какой-то вопрос, или мы не сможем, допустим, прямо сейчас на него ответить, ну и для рассылки, как я уже сказала, очень важно нам с вами познакомиться. Сегодня видим новые лица, которые еще к нам не приходили, не были на наших вебинарах, семинарах. Очень приятно. Надеюсь, здесь в основном представители некоммерческих организаций и те, кто их представляет. Да? Давайте следующий слайд. Время уже 35 минут. Пока мы представляемся. Сегодня было два звонка. Два звонка на счет того, что, по-моему, я опоздал. Последний день 18-го. Всем сказали отправить заявки на конкурс гранта главы Республики Саха-Якутия до 18 июня включительно. Но нет, все-таки сроки приема заявок до 21 июня. Да, 12:00, как говорится, карета может превратиться в тыкву. И поэтому мы вас очень просим, мы, Единый ресурсный центр, это те, кто будет проверять ваши заявки по формальным признакам, то есть они прилетают автоматически к нам, и мы их проверяем. И, конечно, не хотелось бы в ночь с 21
на 23 июня сидеть и только и делать, что проверять ваши заявки. Хотя мы прекрасно знаем, что мы с вами любим заскакивать в последний вагон. Фотография полностью отражает нашу с вами активность и участие. Просим отключить микрофоны, коллеги. У кого-то кто-то говорит. По-моему, детки говорят. Да, можете включить видео, очень приятно видеть людей, с кем общаемся. Значит, 21 июня, 00:00 часов, дедлайн. Все, заканчивается прием заявок. Начинается процедура экспертизы. Следующий слайд. Значит, вот эти слайды взяты из предыдущих презентаций, которые были, мы по средам обычно выходим в 14:30, а мы сразу сейчас, так как у нас название «Вопросы и ответы», по факту мы отвечаем на те вопросы, которые ставите вы, звоня мне, Дмитрию, всем в Министерство по делам молодежи, пишите в группы очень активно для НКО и так далее. В группы, к сожалению, мы не успеваем сразу реагировать и писать, потому что вот только сегодня у нас на данный момент 25 заявок, и мы помогаем Минюсту по сбору и, так сказать, мониторингу заявок, справок из Минюста. Мы об этом поговорим. Значит, почему мы показываем сейчас лимиты грантов по направлениям конкурсов? Давайте я сосредоточусь на том, из-за чего вашу заявку могут отклонить. А вашу заявку могут отклонить в первую очередь, если вы не являетесь социально ориентированной некоммерческой организацией, если вы отправили заявку позже 21 июня 12 ночи, если вы выбрали направление конкурса, и обязательно откройте свой устав, посмотрите свою уставную деятельность, насколько вы соответствуете, потому что был вопрос, допустим, хотим податься по направлению деятельности в сфере образования, просвещения, науки, но их уставная деятельность, привет всем, их уставная деятельность, допустим, содействие развитию молодежных студенческих отрядов. И, соответственно, вы можете сделать мероприятие по образованию, просвещению, охране здоровья, физкультуре и спорта, но если ваше основное направление – это содействие развитию молодежных студенческих отрядов, мы просим все-таки выбирать это направление. Тем более, если вы откроете приказ министра, там под направлениями есть еще такие разбивки, где вы можете видеть, какое поднаправление вы можете себе выбрать. Следующий слайд. Почему мы показываем этот именно лимиты грантов? Потому что если вы нарушите предельный размер гранта, то есть вы идете по направлению охраны окружающей среды, защиты животных, вы являетесь экологической организацией Республики Саха-Якутия, и ваш проект будет, вы запрашиваете сумму 3 миллиона, допустим, 100 тысяч, то вы отклоняетесь. Во-первых, система вас автоматически может не допустить до подачи заявки, но если так получится, что система вас пропустит, то тогда уже мы вас не пропустим. Или уполномоченный орган Министерства по делам молодежи. Почему? Потому что нужно внимательно сейчас все-таки найти время и вечерком, я считаю, прочитать еще раз конкурсную документацию, а именно указ, приказ, методические рекомендации по заполнению заявок. Посмотрите наши вебинары. В самом начале мы скинули ссылку на наш YouTube-канал, посмотрите внимательно. Кто информирован, тот вооружен. И если вы предельный размер гранта превышает запрашиваемой суммы, размера гранта, который вы запрашиваете, то мы вас просто отклоняем. Вначале система, если система пропускает, то мы, и дальше уже уполномоченный орган. Это очень серьезный момент. И самый первый момент – это ваша уставная деятельность и соответствие направлению. Следующий слайд, пожалуйста. Так, еще один момент. Этот очень часто, я смотрю, в группах задают этот вопрос, да.
Еще раз Дмитрий продублировал наш YouTube-канал. Скопируйте себе, пожалуйста, и сохраните. Не знаю, все ли представились. Те, кто недавно подключился, коллеги, мы просим вас в чате написать фамилия, имя, отчество, название организации, телефон для обратной связи или почту, чтобы мы вам отправили ресурсы, необходимые для разработки проекта и подачи заявки. Вот одна заявка может включать в себя одно направление, но спрашивают НКО, сколько мы можем заявок направить на этот конкурс. Ответ следующий. Один заявитель вправе представить не более одной заявки по каждому конкурсному направлению. Если так случилось, что у вас какая-то очень мощная некоммерческая организация и в уставную деятельность входят все 16 направлений, вы можете отправить хоть 16 разных проектов. Но есть одно условие. Эти проекты не должны быть как под копирку. Цели, задачи, целевые группы, бюджет, календарный план, все это должно отличаться. Если будет, значит, по результатам конкурса одному победителю могут предоставлены гранты на осуществление не более 2 проектов, то есть вы можете выиграть даже 2 с 2 проектами, но если вы подадите как под копирку 2 проекта, то вы тоже можете быть отклонены от конкурса. Значит, вы не читали правила игры, и вы нарушили порядок, да, подачи заявок. Следующий слайд. Одна заявка, одно направление. Дальше. Очень много вопросов по срокам. Дело в том, что так получилось, что у нас сроки указаны в методических рекомендациях, да, в информационном письме. И здесь нужно понимать, что в методических рекомендациях-то получилось, что дважды указаны разные начала реализации проекта, сроки указаны. Но рекомендует Министерство по делам молодежи не ранее 1 сентября. И очень внимательно, коллеги, да, если ваши сроки заявки будут отличаться, ну, то есть вы, допустим, мы уже видели такую заявочку, где пишут 5 мая, например, начало реализации проекта. Это значит, методические рекомендации не прочитаны, условия, опять же, правила игры нарушены, да. Почему предлагается не ранее 1 сентября? Потому что вы заключите договор или соглашение с уполномоченным органом не ранее августа. Вся процедура экспертизы займет вплоть до августа. Поэтому нету смысла подавать раньше, начинать проект раньше, да, и длительность проекта не более 12 месяцев. Вы можете начать проект позже. Это возможно. Ну, то есть начало проекта 1 декабря 2020 года. Это возможно. Так, дальше следующий слайд. Вопросы мы все сейчас будем фиксировать и на них стараться отвечать, да. Когда будут известны итоги, давайте сразу, чтобы не потерялся этот вопрос. Но так как я сказала, что это где-то будет у нас ориентировочно август. У нас, кстати, присутствуют здесь представители Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям. Вот у меня есть такое письмо, что с 27 июля по 17 августа подписание распоряжения главы о присуждении грантов, значит, до 17 по 30 августа подписание соглашений и направление средств грантополучателям. Про объявление у меня информации нет. Значит, дальше. Теперь вот такой вопрос, я бы сказала, сейчас уже, наверное, сегодня 3-й день, как у нас красные телефоны от того, что вы, коллеги, к нам обращаетесь насчет справок. Да, конечно, бывает такое, что мы про справки вспоминаем в последний момент, но нужно быть очень внимательным. Не слышно. Меня слышно, да, коллеги? Тут кто-то пишет, что меня не слышно. Кивните, пожалуйста, если слышно. Вам слышно? Хорошо, спасибо. Приятно видеть коллег. Сергей, Елена, видим вас, узнали.
Значит, копия, еще раз, копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц. Раз, и там есть, куда ее прикреплять. Копия справки из налогового органа, подтверждающая отсутствие просроченной задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. 2. Копия справки из Управления Министерства юстиции о соблюдении СОНКО требований законодательства и целей, предусмотренных учредительными документами, а также подтверждающие ненахождение заявителя в процессе ликвидации или реорганизации на дату подачи заявки. 3. Копия документа, подтверждающего полномочия лица на подачу заявки от имени заявителя только в том случае, коллеги, и нету там специального раздела, куда прикрепить это, в дополнительные можно сведения, в дополнительную информацию можно прикрепить. В случае, если заявку подает лицо, сведения о котором, как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени заявителя, не содержатся в ИГРЮЛе. Только в этом случае вы подаете нам вот эту справочку. Копии документов должны быть загружены на портале в формате PDF. Мы об этом будем говорить чуть позднее. Сразу же вопрос. После заполнения заявки ее сразу отправлять или можно дать на просмотр? Ну, коллеги, в принципе, вы можете связаться, мы дадим наши телефоны. Да, мы можем посмотреть, сделать экспертизу. Я думаю, сейчас это вообще реально, сегодня, завтра, послезавтра. Но в субботу, воскресенье, я думаю, что это будет не совсем реально, да, вы понимаете. Цейтнот у нас будет, следующий слайд. То есть вы можете каким образом поступить? Сегодня такой запрос был. Я предлагаю, там вот где заявочка, блок, вот поле висит, написано, сейчас скажу, раздел называется «Печать». Когда вы нажимаете, вы видите всю свою, только, пожалуйста, коллеги, на 100%, ладно, за заполненную заявку. Вот вы нажимаете на печать, вы увидите свою заявку в формате PDF. И вы вот эту заявку можете кинуть на нашу почту. И мы тогда разделимся с коллегами, мы так и делаем, у нас у каждого сейчас на экспертизе находятся заявки, мы посмотрим. Это, в принципе, мне кажется, одна из наших функций Единого ресурсного центра. Дальше, кто не знает, как у нас получить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц? И кто-то здесь из присутствующих спрашивал меня про это. Значит, через личный кабинет на сайте www.nalog.ru в разделе «Риски бизнеса» проверить себя и контрагента. Вот прямо показано у нас, да, стрелочкой. Далее в поисковике набираете ИНН либо ОГРН организации, выбираете организацию, нажимаете «Получить выписку», появившийся файл нужно скачать и сохранить. И если организация имеет ЭЦП, электронную цифровую подпись, то можете получить выписку через личный кабинет на портале госуслуги. Следующий слайд. Вообще я хочу сказать, что на портале госуслуги можно получить все, что угодно. Нужно уметь этим пользоваться. Если честно, мы еще вот этот момент тоже изучаем. Да, вот сейчас мы перейдем чуть позже. Семен, я вижу ваш вопрос. Мы перейдем к вашему вопросу, внимательно на нем остановимся. Вот этот вопрос, по-моему, мне задавал в WhatsApp Сергей, да? Был задан вопрос про налоговую, как получить справку из налогового органа. Вот еще раз повторяем, можете, если вы презентацию хотите увидеть нашу, этот вебинар, опять же на нашем канале YouTube, или мы отправим вам по обратной связи, значит, ссылку. Значит, как получить? В бумажном виде с печатью, подписью руководителя в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления. Понятно, мы не успеваем. С 15 июня все налоговые инспекции, они открыты.
и там есть такие коробочки. Да, по каналам связи через представителя по доверенности, у кого есть доверенность, у кого есть бухгалтер, в течение 1-3 дней готовится, она приходит очень легко и быстро на вашу электронную почту. И по каналам связи при наличии ЭЦП руководителя также 1-2-3 дня. И тут про справку мы в прошлый раз с коллегами обсуждали. Был такой небольшой спор, но в принципе бухгалтера некоммерческих организаций после совещания мы решили, что и эта справка подходит об исполнении налогоплательщикам обязанности по уплате налогов. Вот она у вас видна в презентации, где вы увидите, что ваша организация не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов и так далее, а также справка по расчетам, где видно, что у вас нету пени штрафа, это такая табличка, и она тоже пойдет. Есть НКО, которые срок итога, можно еще раз, пожалуйста, у нас перезагрузка была из-за отсутствия связи. Я сказала, что это будет август. Когда это будет, мы не знаем. Но процедура в августе будет завершена, утверждение победителей и объявление победителей и подписание договоров. Это я отвечаю на вопрос в чате параллельно. Значит, понятно, да, вот 2 вида справки, но к некоторым новичкам у нас этот конкурс получается для тех, кто только что зарегистрировался, приходит такая справка, что не могут дать никакую информацию, так как движение средств не происходило. Эту справочку обязательно прикрепляйте, и она тоже нам пригодится. Нам электронно налоговая без печати отправила, подойдет в эпоху пандемии, и вообще сейчас мы с вами имеем без печати, да, и ГРЮЛ, и налоговая, там внизу есть как бы электронная подпись руководителя налоговой. Это подходит. Следующий слайд. И мы переходим именно к вопросу, по-моему, Семена, да. Да, это уже следующий слайд. Тоже тут понятно. Подождите, давайте оставим. Здесь есть контактный номер. Онлайн-запись на прием в инспекцию 8 800 222 22 22. Это наша уважаемая налоговая. Так, следующий слайд. И вот как раз отвечаем на вопрос Семена. Да, напишите, пожалуйста, Семен, каким образом в чат, как вы отправили запрос в Минюст. Наш единый ресурсный центр, мы вышли на связь с управлением Минюста РФ по РСЯ, и благодарны им за то, что они идут навстречу. И в данный момент, я хочу сказать, там идет очень большая загруженность. Понятно, что люди находятся, в принципе, на удаленке, но они вынуждены прийти и отвечать на наши с вами запросы. Сейчас у них находится более 100 справок, поэтому надо чуть-чуть набраться терпения, подождать. Семен, напишите, пожалуйста, через электронную почту заявки вы направляли или как вы направили, или вы письмо в почтовый ящик опустили. Вот каким образом можно получить, я думаю, еще сегодня. Я понимаю, что Минюст, но вы как, письмо написали на электронную почту ru14minjust.ru? Или вы в почтовый ящик управления Минюста положили? Нам вот это очень интересно знать, как быстрее идет. Напишите, пожалуйста. То есть у нас есть несколько способов получить эту справку, но я вам в самом начале сказала, вот у меня здесь на этих карточках 25 запросов от вас, коллеги. Вы можете что сделать? Те, которые не получили заявление на электронную почту, да, отправили. Хорошо, тогда вы на WhatsApp или сюда напишите, пожалуйста, название вашей организации, номер телефона и какого числа вы отправили заявку. Мы этот запрос перешлем в Минюст. И Минюст, они нам пообещали, что до воскресенья включительно постараются все справки в ответ разослать.
Мы все очень надеемся, и поэтому мы стараемся им помочь. Сегодня наш юрист Вячеслав сделает с ваших запросов такую табличку, чтобы ничего не потерялось. Предыдущие 2 дня я сама собирала ваши запросы, отправляла начальнику отдела Минюста. Но она находится на отдыхе за пределами республики, и при этом она все равно идет навстречу и пересылает все своим коллегам. Поэтому что хочу сказать, если у вас нет этой справки, то лучше вы не отправляйте свою заявку. Есть такие коллеги, которые спрашивают, ну давайте мы потом эту справку отправим. Это было раньше, когда у нас не было принципа единого окна, когда у нас не было онлайн-подачи заявок. Марьяна Ивановна, тоже, пожалуйста, напишите ваше название организации, дата подачи и ваш телефончик. Еще раз здесь продублируйте, хоть даже если мы с вами знакомились, но именно по поводу Минюста. А я прошу коллег наших, Сардана, в протокол, пожалуйста, внесите вот эти запросы по Минюсту. Хорошо? Так, тоже вот смотрите, 11-го были запросы. Вот у меня на Алмаз, организация, 5 июня есть запросы. Есть Федерация масс-рестлинга, 2 июня запрос. Они до сих пор еще не получили. Кому-то сказано было, что отправили Почтой России. Мы просим Минюст сейчас отработать это все. Пусть направляют почтой официально, но для скорости в обратную связь по почте. Но я надеюсь на коллег Минюста, мы их попросили, но будем ждать, да. Это все из-за того, что пандемия, люди на удаленке, и просто так этот ответ прийти не может, потому что, вы сами понимаете, нас должны проверить всех. Есть ли есть задолженность по пеням 9 рублей, отправить заявку или нет. Ну, вообще, я вам могу сказать, у нас вот так интересно, это не предусмотрено, да, чтобы было там, раньше было, я помню, условия такие, до 3000 можно было иметь задолженность. В прошлом году нашу организацию отклонили от участия в конкурсе Министерства по делам молодежи, потому что у нас была задолженность. И эта задолженность, как потом мы писали жалобу в Минюст, эта задолженность была необоснована. Они на жалобу ответили через несколько дней, через несколько месяцев, но мы вот не получили, поэтому субсидию. Поэтому я думаю, что если есть задолженность, то ее надо в срочном порядке погасить и взять новую справку. Но это мой совет. Сложно сказать, если здесь нет представителя Министерства по делам молодежи. Если есть, по-моему, здесь есть Сардана Верховская, да? Надежда Вячеславовна, только что Надежда Вячеславовна, очень рады вас слышать и видеть, заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям. Вот как раз сейчас у нас возник вопрос у коллег, если есть задолженность несколько рублей по пеням, штрафам, по налоговой части, есть ли смысл 9 рублей, есть ли смысл отправлять заявку на конкурс? Смысл есть в том, чтобы ее погасить и взять справку о том, что она, ну, можно, наверное, на следующий день переговорить с налоговой и получить такую справку после того, как вы погасили. Но долгов по вам вообще не должно быть, ни одной копейки. Мы с такой темой уже сталкивались, вот как Ольга Анатольевна сказала. Дело в том, что у нас в прошлом году такие ситуации выходили даже на уровне межведомственной комиссии правительства, и из-за 50 рублей у нас людей отклоняли. Поэтому просьба всем погасить свои долги, если они у вас имеются. Сегодня среда, в принципе, я думаю, до пятницы можно отработать. Ну, налоговая, наверное, и в субботу работает, да, Ольга Анатольевна? Мне сложно сказать, но, наверное, в субботу они точно справки не выдадут. Единственное, что надо воспользоваться вот предыдущим слайдом через госуслуги или по доверенности через систему связи, когда ваш бухгалтер или вы
в личном кабинете запрашиваете, тогда ответ, в принципе, приходит быстро. Но единственное, насколько вот займет эта процедура погасить, да, вот это нужно, конечно, отслеживать. Здесь нужно прямо мониторить, мне кажется, самостоятельно получается. Так, по Минюсту мы сейчас с вами, вопросов нет, да? Спасибо Минюсту за то, что они идут нам навстречу. Так, оно муниципальный юрист, запрос на справку 15 июня. Ну, хорошо, мы этот тоже запрос отправим в Минюст, договорились. И, конечно, если вы отправили свой запрос только 15 июня, то вы, скорее всего, получите справочку, ну, наверное, не раньше пятницы, субботы, воскресенья. Запаситесь терпением. Опять же, повторяю, не будет такой справки, вы не сможете, ну, вы подать заявку сможете, но вы будете отклонены по формальным признакам. Следующий слайд, пожалуйста. Так, вот здесь контакты есть Минюста. Вы можете их записать. Почта это активно. Мы вчера перепроверяли с начальником отдела ru14minjust.ru. И телефоны. Узнавайте, звоните. Мы сформируем сегодня такой реестр, делаем табличку, все отправим, потому что вчера по двум организациям Минюст сказал, что запросов не было. Хотя по факту они были, и мы это потом выяснили. Поэтому будем проверять, будем держать руку на пульсе. Спасибо Минюсту. Еще раз хочется сказать. Следующий слайд. Это все, что было про Минюст. Да, дальше у нас идет тема про бюджет. Почему мы останавливаемся на бюджете? Потому что это один из часто задаваемых вопросов. Да? Мы видим с вами, во-первых, мы говорили с вами в самом начале про лимиты. Мы не можем выйти с вами за лимиты. Это абсолютно точно, и ваша заявка не пройдет. Но есть еще моменты, они расписаны в порядке, утвержденным указом главы Республики Саха-Якутия. Вот я бы хотела попросить, чтобы про бюджет у нас рассказала Тамарико. Добрый день. Слышно, наш да? Сотрудник, да, методист, слышно. Действительно, количество вопросов по составлению бюджета увеличивается с приближением окончания приема заявок на конкурс, поэтому мы решили дополнительно сегодня рассказать информацию по данному вопросу. Наверняка вы уже осознали, что перспективы предоставления гранта напрямую зависят от эффективно составленного бюджета проекта. Эффективно составленный бюджет проекта – это бюджет, который соответствует мероприятиям календарного плана и механизму достижения цели проекта. В бюджете проекта вы учитываете все расходы, связанные с проектом, а также подробно расписываете источники финансирования. В разделе «Заявки бюджета» вы расписываете, какие расходы будут профинансированы за счет средств гранта и какие за счет собственного вклада организации. Ранее мы с вами разбирали, что означает собственный вклад. Собственный вклад организации, то есть софинансирование проекта, считается материальные, финансовые, человеческие, информационно-технические ресурсы, задействованные в проекте. Мы рекомендуем вам после составления описательной части проекта, календарного плана вместе с командой и бухгалтером проекта посчитать примерно, на какую сумму выходит проект. И если сумма проекта превышает лимиты, то логичным будет сократить мероприятие проекта или пересмотреть стоимость расходов по бюджету. Или наоборот, если вы хотите в полной мере реализовать ваш проект, то и сумма может быть меньше, чем лимит, то тоже можете пересмотреть ваш бюджет в сторону увеличения. Также мы рекомендуем иметь в команде проекта бухгалтера, который поможет вам не только в расчете стоимости проекта, но и уже в ходе реализации проекта поможет правильно распределить средства по бюджету, рассчитать взносы, страховые, налоговые и сформировать финансовую отчетность по проекту.
В данном конкурсе установлен перечень расходов, на которые средства гранта не могут быть направлены. Можно привести некоторые из них. Нельзя предусмотреть в бюджете проекта расходы на осуществление предпринимательской деятельности, оказание помощи то есть коммерческим организациям, осуществление деятельности, не соответствующей видам деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона номер 7 о некоммерческих организациях, оказание платных услуг и поддержка политических организаций, оплата задолженности перед бюджетом, приобретение недвижимости, строительство капитальных зданий, приобретение транспорта, за исключением специализированного автотранспорта по проекту. С полным перечнем расходов, на которые средства гранта не могут быть потрачены, вы можете ознакомиться в самом указе. Второй слайд. В конкурсе установлены правила по расходованию средств гранта. В данном слайде указаны все 6 статей, которые прописаны в порядке предоставления и расходования средств гранта главы РСЯ. Установлено ограничение по заработной плате штатных работников в размере 20% от общей суммы гранта. То есть, если вы планируете привлекать специалистов на основании гражданско-правовых договоров, то когда вы будете проверять все итоговые суммы бюджета, оплата труда привлеченных специалистов на основании гражданско-правовых договоров в эту расчетную сумму входить не будут. То есть в эти 20% оплата сотрудников по ГПХ входить не будут. То есть это только штатные сотрудники вашей организации. При расчете заработной платы указывается сумма с учетом зарплата работников зависит от... Можно отключить микрофон? У кого-то микрофон, коллеги, включен. Выключите, пожалуйста. Спасибо. Слышно, да? Ой, у меня тут вышло, ваш звук включен, выключен, все включено, да? При расчете заработной платы указывается сумма с учетом НДФЛ, то есть не сумма, которую планируется выдать на руки, а сумма с учетом НДФЛ, налогов. Зарплата работников также зависит от занятости в проекте, нужно это обязательно учитывать. Зависит от опыта работника. И прописывайте в комментариях обязательно по данной статье расходов количество месяцев и времени, которые работник затратит по проекту. Следующее ограничение установлено по налогам, сборам и страховым взносам по заработной плате. Установлено ограничение в размере не более 10% от общей суммы гранта. Но мы помним, что совокупность всех взносов по штатным работникам составляет 30,2% от заработной платы и 27,1% для оплаты вознаграждения физических лиц, привлеченных по договорам оказания услуг. Если ваша организация относится к благотворительной организации, применяющей упрощенную систему налогообложения, или ваша организация ведет деятельность в области социального обслуживания граждан, научных исследований, образования, здравоохранения, массового спорта, культуры и искусства, то тарифы меняются в сторону понижения. Для штатных работников таких организаций сумма всех сборов будет составлять 20,2% и 20% для лиц, привлеченных по договорам оказания услуг. То есть это тоже нужно учитывать. По ограничению оплаты услуг привлеченных специалистов, здесь у нас поступает больше всего вопросов. Установлено ограничение в размере 5% от общей суммы гранта, поэтому, может быть, нам здесь потребуется комментарий от уполномоченного органа, но, насколько я понимаю, в эту статью входят расходы, связанные с оплатой любых услуг,
а именно услуги физических лиц, тех же, да, которые работают в вашей организации в проекте, то есть по гражданско-правовым договорам, услуги индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Услуги консалтинга, то есть юридические, бухгалтерские услуги тоже сюда входят, в это ограничение 5% от общей суммы гранта. На оплату аренды также предусмотрено ограничение. Вы можете затратить не более 10% от общей суммы гранта. По расходам на командировки ограничение не установлено, но хочется отметить, что командировки оплачиваются только штатным работникам. То есть если это поездки, может быть, членов команды, но они не в штате, то такие расходы не предусматриваются в данной статье расходов бюджета. И, конечно же, соответственно, основные статьи расходов должны быть направлены на мероприятия проекта. Следующий слайд. Следующий слайд. В данном слайде у нас расписаны типичные ошибки при составлении бюджета. Очень часто допускается такая ошибка, как отсутствие комментариев к расходам по бюджету. То есть в каждой статье расходов вам нужно расписать, на что, сколько стоит, откуда взята сумма и так далее. Несоответствие бюджета содержательной части календарному плану. Мы все, я уже говорила, что все расходы по проекту исходят из мероприятий по календарному плану, поэтому следите, чтобы ваш бюджет соответствовал календарному плану. Отсутствие софинансирования. Такого обязательного софинансирования у нас нет. Вы можете и весь проект рассчитать только за средства гранта, но софинансирование нам дает дополнительные баллы. Поэтому это тоже нужно учитывать. Софинансирование тоже обязательно прописывайте. Представление коммерческого проекта как социальной инициативы. Все мы понимаем, что целевая группа у нас должна получать услуги организации бесплатно. Поэтому тоже учитывайте. И запрос средств на недопустимые расходы. Данные расходы мы уже перечисляли в первом слайде. И начисление, перечисление НДФЛ и страховых взносов за счет собственных средств организации, привлеченных из других источников. НДФЛ и страховые взносы оплачиваются у нас только за счет средств гранта. Если у вас есть вопросы, можете их задать. У меня все. Марико, здесь был вопрос, повторить про ГПХ, видимо, тогда по договорам гражданско-правового характера, видимо, тогда был у нас со звуком момент. В самом начале. По ГПХ, да? Да. Так, по ГПХ. Есть ограничения по порядку предоставления и расходования средств гранта на услуги привлеченных лиц предусмотрено всего 5% от общего размера гранта. То есть услуги физических лиц, привлеченных по договорам оказания услуг, по гражданско-правовым договорам, должны быть включены вот эти 5%. И туда же входят услуги и бухгалтеров, и юристов, и других консалтинговых фирм, и услуги, может быть, сварщиков, да, которые оказывают однократную услугу по проекту. Например, если это проект установка детской площадки, если это все, то есть все услуги должны быть включены вот эти 5% от общей суммы гранта. Я, например, понимаю, что если у нас в проекте предусмотрены услуги психолога,
который будет приходить всего три раза, да, и оказывать услуги детям, пострадавшим от насилия, это точно в 5% не войдет. Это войдет в прочие услуги, и это в мероприятие. Вот если у меня есть такое мероприятие, как оказание психологической поддержки детям, пострадавшим от насилия, это не консалтинговые услуги, это не бухгалтерия и не юристы, которые помогают организации. Я Да, понимаю, что это согласна. мероприятие. Да, если это соответствует вашей цели проекта, конечно, нужно, думаю, что залаживать в прямые расходы это проекты, то есть расходы, связанные с реализацией проекта непосредственно. Да, вот Так. тут же вопрос идет у Татьяны. Если запрашиваемая сумма 500 тысяч, то ограничение по договорам ГПХ с физлицами не более 25 тысяч. Понимаете, вот речь идет, вот эти 5%, насколько мы разбирали, может быть, Надежда Вячеславовна, может быть, вы нам здесь поможете, вот речь, Сибирский центр нам говорил о том, что в 5% вы можете закладывать это те договора ГПХ, которые как раз вот на аутсорсинге мы привлекаем бухгалтеров, юристов, да, вот то, что сопутствует деятельности организации для реализации проекта. А если у нас ГПХ, мы строим площадку, и оплата услуг строителей по постройке площадки, она идут либо в мероприятие, либо в прочие. Вот мы это правильно понимаем? Да, Ольга Анатольевна, совершенно верно. Значит, вот таким образом нельзя все договора и все услуги индивидуальным предпринимателям, физлицам вот в эти 5%. Я думаю, что когда указ разрабатывался, не это имелось в виду, а имелось в виду, что именно вот это 5% для сопутствующие, такие помогающие услуги для деятельности некоммерческой организации. Страховые взносы, налоги и сборы за счет собственных средств или как? Налоговое законодательство абсолютно нас отсылает к тому, что если у вас договора, допустим, трудовой, речь идет о том, что мы подсчитываем вот эти 10% от трудовых договоров, да, правильно я понимаю, и 5 вот этих процентов. И вот вы должны так сделать, чтобы все-таки налоги входили вот то есть за счет гранта. Если вы будете отделять налоги от зарплаты, то это идет нарушение налогового законодательства. И нас здесь проконсультировали коллеги-финансисты из Сибирского центра. Вот это они должны быть вместе, и поэтому вот эта градация, она просчитывается. И это, конечно, нюанс, по которому тоже нам очень много вопросов. Вот этот нюанс надо как-то смотреть, вот это ограничение, оно может... То есть некоторые НКО, особенно, так скажем, только что созданные, и которые не дружат с бухгалтерией, они могут вот что сделать. Ага, нам только можно, сколько там процентов, 10, да? Ну все, значит, остальное мы уже не пустим. Значит, остальное уже на налоги мы платить не будем. Вот это ни в коем случае. То есть, если у нас есть договор, у нас есть процентовка страховых взносов, то здесь нужно таким образом посчитать, чтобы они туда вошли. Но опять же, это речь идет о первых двух позициях. Трудовые договора и вот эти ГПХ 5%. Остальные налоги, которые у вас сидят в прочих расходах и в мероприятиях, это все идет там. Вы их туда наверх вы не считаете. Но это тоже, насколько мы понимаем. Да, и еще сложность была, по-моему, Тамарико, да, мы думали, вот НДФЛ, оно входит, да, в эту, объясни вот эту проблематику, которую мы вот сегодня разбирали утром. По страховым взносам и налогам? Да. Есть вот такие вопросы. Ну, я считаю, что все страховые взносы и НДФЛ связаны с оплатой труда и оплатой труда физических лиц
не являющимися ИП, то они должны входить в стоимость, то есть в расходы по гранту именно. То есть должны за счет средств гранта оплачиваться. У нас, Ну, видите, ограничение стоит 10%. да, 10%. вот это нас ограничивает. Да, здесь, наверное, комментарий уполномоченного органа нужен. Здесь у нас вопросы есть, Надежда Вячеславовна, особенно речь идет, когда, вот смотрите, страховые взносы, одни считают, что туда идет только вот пенсионная, да, ФСС, вот эта часть налоговая, а кто-то туда и НДФЛ относит. А некоторые коллеги, заявители, мы уже видим, они вот НДФЛ включают в первую строку в трудовые. Нет, НДФЛ, она не включается не в 20%, не в 5%, она включается в строку, где у нас стоит уплата налогов, запятая сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему, но не более 10% от общего размера грантов. То есть в 20% тут включается оплата труда, именно та, которую получает работник на руки. Все остальное идет в 10%, где у нас идет строка уплата налогов. Налог на доходы физических лиц, это само себе говорит, это налоги. Поэтому в 10% мы его включаем. Жанна, по первому блоку по договорам ГПХ у нас 5%, а если договор заключается с подрядчиком или, значит, исполнителем услуг в прочих и на мероприятия, то это уже совсем другой блок, да, вот мы уже вот обсуждали, и как бы каждый раз вот так возвращаемся, ну, потому что вопросы есть, и их надо снимать, конечно. Так, гражданство. Смотри, Анатольевна, с ИП, если будут заключать на оказание услуг, там-то никаких налогов грантополучатель не несет. НДС и налоги, которые идут с индивидуального предпринимателя, они идут в состав, например, тех же прямых расходов, которые по договору этого поставщика, который будет заключать договор с грантополучателем. А уплата налогов, сборов, страховых взносов, тут уже идет уплата налогов, сборов с той заработной платы, которую, грубо говоря, будет получать в сумме грантов грантополучатель, штатная численность члена некоммерческой организации. Ну, вот получается, что, ну, во-первых, мой совет, да, как активному участнику в различных конкурсах, мы трудовые договора заключаем исключительно с руководителем проекта, или это человек, который будет почти практически 8-часовой рабочий день, 5-дневная неделя и так далее. Реализация, говоря проект. Да, то есть вот руководитель, координатор, иногда, если это защита прав, это юрист, например, и трудовой договор желательно заключать срочный на период проекта, чтобы снять все вопросы, да, которые могут возникнуть в различных там форс-мажорных ситуациях. А ГПХ мы заключаем с теми людьми, и получается, да, которые нам помогают оказывать, допустим, юридические услуги, бухгалтерские и так далее. Получается, что нам выгодно заключать и аутсорсинг с индивидуальными предпринимателями, да, ну и с коммерческими организациями, у которых система налогообложения, она своя, у кого-то вообще упрощенная, и они свои 6% они сами будут уплачивать, получается, того, ну, вот с той суммы, которую оплатите вы. Ну, есть еще над чем думать, и, может быть, мы будем с вами все вместе вносить предложения, как нам в следующем году. Ну, вот сейчас правила такие, и по правилам играть нам придется вот так.
не иначе. Здесь есть вопрос, второй раз Егор Валерьевич повторяет, я вот его вижу, да, хороший вопрос, кстати. У нас проект ориентирован на сезонный период, а именно в пожароопасный период весна-осень. В сентябре период закончится, тогда мы проект 1 сентября 2020 года начать не сможем. Можем ли мы проект начать в мае 2021 года? И у меня сразу продолжение вопроса. Предел той даты, до которой можно реализовывать проект в следующем году. Да, давайте я озвучу. Проекты у нас начинаются с 1 сентября 2020 года, как у нас в методичке указано, да, и продолжаются крайний срок, то есть 1 год до 30 августа, или там у нас уже 31 августа 2021 года. То есть с мая месяца проект, который начинается с мая месяца, его можно взять. И есть вот такой вот нюанс у нас в указе, где дается, скажем, нашим некоммерческим организациям, грантополучателям такое условие, если не по вине грантополучателя, то есть форс-мажорные какие-то обстоятельства, возможно, вот даже как в этом году, там пандемия и так далее, да, то приложив все подтверждающие документы при необходимости, если это возможно, либо приложив какие-то объяснения, некоммерческая организация может продлить срок реализации гранта еще до 6 месяцев. То есть общий срок реализации гранта может составить до 18 месяцев. Но есть у нас такой нюанс. Если вы продляете, допустим, с 1 сентября 2021 года реализацию своего проекта, то вы должны до того, как у вас заканчивается срок соглашения, срок реализации, значит, этого проекта, подписать с нами дополнительное соглашение. Если вы, грубо говоря, придете, если у вас, допустим, срок реализации проекта заканчивается 31 августа, а вы к нам пришли 5 сентября 2021 года, то мы с вами уже подписывать дополнительное соглашение не будем. Реализовывать проект можно с любой даты. И 1 сентября, и 1 октября, и 1 мая, и так далее. Но срок должен быть в течение 1 года с момента, начиная с 1 сентября 2020 года. Спасибо большое. Значит, у нас крайний срок в 2021 году 31 августа, правильно? Да, правильно. Так, теперь следующий вопрос. Здесь есть договора прикрепить к СМЕ. Нужно ли прикрепить договора к смете, к документам? Нет, договора, если это в будущего проекта, если у вас нету там соглашений, если вы не имеете в виду соглашения о сотрудничестве и так далее, то, конечно, договора прикреплять не нужно. Нужно вначале как бы выиграть грант, да, победить. Так, еще. Сегодня был вопрос по письмам поддержки. Некоторые считают, что письмо поддержки должно быть исключительно от министерств и ведомств, да, профильных. Например, министр образования должен дать письмо поддержку, а это небольшая наследная организация. То нет, конечно, если ваш проект Синский наслед Хангаласского улуса, он экологический проект, то, конечно, вы сейчас не успеете, уже мало времени, и наверняка министр охраны природы Республики Саха-Якутия, может быть, и не знает о вашем существовании. Вам достаточно взять письмо поддержки с местной администрации, может быть, Хангаласский улус вас поддержит, может, инспекция местная Хангаласского улуса вас поддержать, другие некоммерческие организации. Не обязательно стремиться за подпись и письмо от министров и так далее. Но вчера мы в группе обсуждали, на имя кого эти письма нужны.
И вроде бы мы поняли, и я так считаю, что, смотрите, если у нас уполномоченный орган Министерство по делам молодежи, социальным коммуникациям, даже вот здесь есть победители фонда президентских грантов, если у нас грантооператор и фонд президентских грантов Илья Чукалин, мы пишем письмо, да, от министерства, от администрации на имя Чукалина, генерального директора ФПГ. Здесь мы пишем письмо на имя министра по делам молодежи, социальным коммуникациям Степану Анатольевичу Саргыдаеву о том, что мы, да, действительно, я заместитель главы Хангаласского улуса, поддерживаю проект Синского наслега, организация такая-то, и мы готовы оказать такую-то, такую-то поддержку. Правильно? Да, По-моему, правильно. Письмо поддержки на имя Саргадаева Степана Анатольевича, министра по делам молодежи и социальным коммуникациям. Да, вот этот вопрос мы выяснили. Еще, значит, так видим, ходатайство, это все очень хорошо. Так, кто просил с Минюста запрос обязательно, если нет у вашего номера телефона, как называется НКО, то нам будет сложно с вами связаться и вообще запрос отправить. Можно повторить ответ к вопросу. В бюджете пишем бухгалтер-специалисты, то они могут войти в команду проекта или команда одно, а привлечение трудовые ресурсы. Но это мы в который раз. Мы говорим, команда – это действительно одно, и вы ее прописываете. И кто-то у вас будет волонтером, и на кого-то средств, конечно же, не хватит, или другие источники вы привлечете. И совсем другое дело, когда вы привлекаете людей, да, привлекаете людей для того, чтобы построить площадку, для того, чтобы вольер для животных построить, для того, чтобы, я не знаю, парус сшить и так далее. Это человек, который однократно оказал услугу и шил вам парус. Включите, пожалуйста, микрофоны, коллеги. Он, конечно же, будет эту услугу оказывать однократно, да, ну или в течение нескольких дней. Микрофон у Егора включен, да, и еще у кого-то включен, сейчас мы увидим. Вроде бы сейчас уже ни у кого больше. Вот, и важно понимать, что если вам для проведения флешмоба нужен массовик-затейник, он в команду не входит. Вы его в прочие, и там, и туда же его и налоги, и так далее. А команда, она состоит обычно, это несколько человек, и кто-то у вас помещается в эту процентовку, кто-то не помещается. Так, еще здесь телефон. Вот Вячеслав написал, был вопрос, продублируйте номер телефона, посмотрите в чате, чуть-чуть наверх поднимитесь, отдела по делам некоммерческих организаций, управления Минюста РФ, 42 58 34. Да, запишите себе все. Сейчас у них там очень много заявок, поэтому просим набраться терпения, дожидаемся все-таки справочки все и прикрепляем. Ну, давайте дальше перейдем, да, следующий слайд. И Дмитрий Куприянов у нас сейчас выходит в эфир. Это тоже частый вопрос. Раз, всем еще раз добрый день. Да, достаточно частый вопрос. К сожалению, нам поступает очень много звонков по поводу того, как загрузить документ, почему PDF, зачем нам, как нам переводить в PDF и какие вообще есть особенности данного формата PDF. Вот. Начну, наверное, по порядку. То есть, почему именно PDF? PDF — это такая система, которая позволяет нам электронно просматривать достаточно большие объемы информации, текстовые, медиа в виде картинок или же таблиц в том виде, в котором вы, получается, ее предоставляете, в каком виде она изначально сохраняется. И главная особенность в том, что рядовому пользователю, в принципе, нет доступа к изменению и редактированию этих самых PDF-файлов. То есть, загружая документ PDF в формате PDF на сайт, вы можете быть абсолютно уверены, что ваша интеллектуальная собственность не будет потом использоваться другими организациями или же могло быть использовано кем-нибудь из людей, кто имеет доступ к данным документам.
Поэтому формат PDF, он необходим, и не зря именно вот уполномоченный орган и, собственно, руководство данного конкурса, они выбирают именно формат PDF. Как я уже ранее говорил в прошлых вебинарах, переводить достаточно просто. Здесь на слайде вы видите, например, как перевести документы, допустим, PowerPoint, или же переводить документы с Word. Нажимаете «Сохранить», нажимаете «Файл», там в нижней командной строке нажимаете команду «Сохранить как», и во вкладке «Файл», тип файла, вы выбираете формат PDF. При сканировании документов, так как вам так или иначе придется сканировать некоторые письма поддержки или же файлы устав, вам придется использовать программное обеспечение. Я лично очень рекомендую вам использовать программу FineReader. Версии 7-8 версия были достаточно удобные и доступные, но в принципе вы можете воспользоваться и 11-12 версиями. Самое главное, вам стоит учесть то, что объемные файлы, допустим, которые имеют несколько страниц, 2 и более, сканировать потоково. Такая функция есть, вы можете, в принципе, в интернете посмотреть, как это делается. Там нажимается просто добавить страницу, сканировать, и несколько отсканированных страниц, они будут сохраняться в один PDF-файл. Вы можете также конвертировать файлы из Word в PDF или же из других. Также вы можете конвертировать письма, которые вам пришли в формат картинки, которых вы потом сохраняете в один PDF, в один Word документ, который потом конвертируете в формат PDF. Сейчас мы вам продемонстрируем, как это делается. Это достаточно просто. Сейчас пару секунд. Смотрите, получается, у нас имеется несколько программных утилит. Допустим, это вот сайт onlineconvert.com. Всем видно? Отпишись, пожалуйста, в чате. Надеюсь, сайт всем виден? Да, отлично, виден. Здесь, например, очень удобная система конвертации документов. Например, вы можете нажать «Конвертер документов», перейти по ссылке, выбрать определенный документ. Допустим, вам отправили письма поддержки 3 организации. Вы можете их всех собрать в одну папку, скинуть сюда. Допустим, ваши документы, конвертер RTF, XLS, вот формат PDF. Перетягивайте сюда документ, допустим, это может быть, допустим, так. Перетягивайте документ, выбираете типовую информацию и нажимаете на «Начать конвертирование», и тогда ваш файл будет преобразован в формат PDF. Существует также множество программ, например, вы можете ввести сжатие PDF онлайн. Существуют многие сайты, как раз, которые это делают, например, вот тот же Love PDF. Вы можете перетащить сюда свой файл PDF. Давайте на примере прямо вот покажем. Перетаскиваете, и тут уже у вас в правом углу пока есть варианты. Нажимаете «Сжать PDF», и, соответственно, идет вот сжатие документа. Зачем это делается? Для того, чтобы вы могли загрузить документы именно в необходимых вас лимитах объема. То есть у нас установленный объем не более 50 мегабайт. Так как документов вы будете загружать достаточно много, и они будут иметь определенный вес, все-таки сжатие некоторых документов, оно будет необходимо. Для нас, как для администраторов, для экспертов и для уполномоченного органа, важно только то, что будет читаться
То есть, в принципе, вы можете спокойно сжимать, качество не сильно потеряется. И если понадобится, потом уже, как только ваш проект будет, окажется в числе победителей, можно будет запросить документы. Вот, как вы видите, например, здесь уменьшено на 50%, и, соответственно, вот сразу пошло автоматическое скачивание документа. Пойдемте далее. Еще один важный пункт, о котором хотелось бы сказать, это использование сайта для загрузки документов. К нам поступало несколько звонков с запросами о том, что у них бывают некоторые ошибки при загрузке документов или же с отображением некоторых данных на сайте. Опытным путем нам удалось выяснить, что это является некоторыми требованиями сайта в плане того, что она хорошо работает с определенными приложениями. Так что, когда вы заполняете заявки, пожалуйста, убедитесь в том, что вы работаете на приложениях Google Chrome, приложениях Opera, Safari, и все они обновлены до свежих версий, хотя бы до периода начала этого года или же конца прошлого года. Некоторые проблемы возникают только из-за того, что используются такие программы, как Firefox или же Internet Explorer, и если они не обновлены или же они имеют какие-то свои внутренние ошибки, то из-за этого происходят ошибки в воспроизведении. Такие проблемы не сможет решить ни техническая поддержка и ни команда единого ресурсного центра, поэтому мы вас просим достаточно внимательно обратить на это внимание. Так, поступил вопрос от Маманны. Маманна, надеюсь, я правильно выговорил ваше имя. Как же тем, кто Яндекс.Браузером пользуется? И мы лично не пробовали использовать Яндекс.Браузер для заполнения. В принципе, вы можете попробовать, но если у вас появятся какие-либо проблемы, которые связаны именно вот с непредставлением полноты информации или же с какими-то техническими ошибками, вам все-таки стоит перейти на более такие широкоформатные браузеры типа Google или Opera. Вы можете позвонить, отвечая на вопрос Жанны, по номеру телефона администратора Единого ресурсного центра. На данный момент телефон находится у меня, и я отвечаю вам в любое рабочее время с 9 до 6, и, скорее всего, в эти выходные тоже наш телефон будет работать. Сейчас я Техническую вам... поддержку телефон надо показать. Все равно техническая поддержка осуществляется разработчиками портала, да, и там есть нюансы, которые, ну, только вот коллеги могут изменить. Здесь Дмитрий может посоветовать, это опытным путем мы пришли к тому, что вот эти подходят, да, платформы, а если у вас нет автосохранения, если у вас не загружается, если вчера коллеги в черновике очень долго висел, по-моему, Синский район, Синский наслег, вот здесь, конечно, только техподдержка. И есть телефон сейчас дальше, да, Дмитрий покажет уже наш, это техподдержка, а наш сейчас дальше вы увидите. Сразу отвечаем на вопросы по составлению бюджета, куда можно звонить, консультироваться. Тоже вот можете звонить по этому номеру, можем номер, Тамарико, можешь написать сюда свой номер? Я свой тоже напишу сейчас. И еще был вопрос, что можно ли поэтапно заполнять заявку? Да, конечно, можно. Вы можете это делать несколько дней. Она, ну, должна загрузиться, и вы можете вносить туда изменения. Когда вы зарегистрировались, логин и пароли у вас есть, не забывайте их. Кому-то сложно в PDF переводить, но да, здесь может помощь друга, волонтера, родственника, а также, да, вот вы молодцы, обратились в администрацию.
Дальше есть проблемы технического характера. Да, они действительно есть, поэтому номер техподдержки, конечно, вот туда обращайтесь. Есть моменты, когда вот висит, не могут отправить и так далее. Но я надеюсь, что это все решаемо и все возможно, да. И я бы хотела еще раз попросить вас не затягивать с отправкой, а лучше сейчас структурировать вашу заявку и проверить ее и отправить, конечно, до субботы-воскресенья. Мы помним по опыту фонд президентских грантов первые года, последние 3 дня мы вообще не могли отправить заявку, потому что по московскому времени, когда была активность, 8 тысяч человек одновременно делает подачу заявок, вы представляете, там сервер должен, конечно, все это выдержать. И для того, чтобы предвосхитить вот эти все форс-мажорные обстоятельства, я просто рекомендую сейчас заполнить заявку и отправить. Но понимаю, что мы очень часто это все делаем в последний момент. Все-таки давайте мы чуть-чуть ускоримся. Ну, кто ждет справок, понятно, ждем справки. Какая сумма гранта для победителя, на какую сумму, если что, можно рассчитывать. Дмитрий, вернитесь, пожалуйста, слайд, по-моему, про лимиты. Мы не можем прямо с вами на что-то рассчитывать или на манну небесную. Есть конкретные лимиты по конкретному. Вот вы сейчас видите направлению. И шаг вправо, как говорится, шаг влево, и, может быть, вы чуть позже присоединились. Если вы свою заявку отправляете по направлению поддержка детских общественных организаций, да, и общественных организаций, работающих с детьми, и ваша заявка будет на 2 миллиона 100 тысяч, ваша заявка, во-первых, автоматически не сможет быть отправлена, вы не сможете заявку отправить. А во-вторых, уже если так получится, что она улетит, то мы уже все администраторы по формальным признакам, Единый ресурсный центр, уполномоченный орган Министерства по делам молодежи, ваша заявка не будет, как сказать, даже на экспертизу отправлена, она будет отклонена. Поэтому очень внимательно открываем устав, смотрим свою уставную деятельность. Если вы подходите по этому направлению, смотрим лимиты. Эти лимиты указаны, и следующий слайд, Дмитрий, можно? Эти лимиты указаны в приказе Степана Анатольевича Саргыдаева. Приказ от 9 мая, он размещен на портале Grants Якутия Клик в конкурсной документации. Очень внимательно здесь нужно быть. Почему эти лимиты есть? Потому что эти направления соответствуют размерам сумм, предусмотренных в государственных программах Республики Саха-Якутия. Есть ли еще вопросы, коллеги? Меньшую сумму, конечно, можно, большую нельзя. И нужно понимать, и что, конечно, на направление, допустим, деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации наркозависимых людей, может туда податься несколько организаций. И если вы подаетесь на 2 миллиона 300, это значит, ваш проект должен соответствовать республиканскому масштабу, он должен великолепно быть структурирован, у вас должен быть опыт, и вы, конечно, должны получить максимальный балл после экспертной проверки для того, чтобы полностью, например, по этому направлению выиграть грант в размере 2 миллиона 300. Но мы советуем, если вы начинающая организация, наследная, муниципальная организация, свои силы, пожалуйста, рассмотрите, все взвесьте и поймите, что по одному направлению может идти несколько, а то и несколько десятков НКО. Да? Если мы строим сквер, то зарплату строителей тоже включаем в смету. Сколько процентов? Опять же, если... Я так понимаю, что ваша организация, Таисия, она не строительная. Строительных некоммерческих организаций я пока не видела. Я видела ассоциацию строителей. И если вы строите сквер в рамках своей уставной деятельности, то вы относите это к прочим расходам или расходы на проведение мероприятий. Поэтому это зависит от того, какой у вас сквер,
в каком районе, на какого масштаба и так далее. Здесь процентовка, она не такая строгая, как в команде проекта, то, что мы говорили ранее. Еще есть вопросы, коллеги? Дмитрий, у нас, наверное, все, последний слайд, да? Да, буквально сейчас поступил вопрос о том, что по заполнению бюджета, говорят, выводят ошибки. Вот буквально 6 минут назад поступила. Я там посмотрели, пока вот Ольга Анатольевна отвечала на вопросы. Прошу всех заполняющих заявки обратить особое внимание, что система сайта построена так, что если вы не заполните все необходимые поля, которые требуются для как информационная обоснованность, то ваша заявка не будет заполняться. И если вы будете звонить с этими вопросами и к нам в единый ресурсный центр, и в техподдержку, мы никак не сможем вам помочь по этому вопросу. Вам необходимо заполнить все необходимые поля. Мы лично, и я в частности, очень рекомендую заполнять абсолютно все поля. То есть они не зря продуманы, они не зря включены, значит, они все-таки так или иначе необходимы. И, возможно, баллы за ваш проект будут зависеть от той графы, которую вы посчитаете необязательным. Поэтому прошу всех заполнять полностью. Если вы заполнили полностью и появились какие-то ошибки, звоните в техническую поддержку. И если техническая поддержка все-таки не берет руку или никак не смогли как-то решить вопрос, то да, в принципе, вы можете позвонить к нам в администрацию, мы постараемся максимально помочь вас в вашем вопросе. Но, опять же, повторюсь, по технической части мы не ведем никаких работ. Мы администрируем данный конкурс и даем консультационные услуги. И еще момент. Вчера был вопрос, если новая организация движения средств не было, а там в поле организация заявитель, да, есть какие были доходы в прошлом году, то нужно ставить либо 0, либо прочерк, но то, что дает вам разрешать система. Если у вас не заполнены поля, вы увидите, что у вас будет не 100%, вы даже подать не сможете заявку. Это один нюанс. И еще один вопрос направления. Вот, кстати, Надежда Вячеславовна, здесь нам надо вместе с вами прокомментировать. Я уже сегодня на этот вопрос отвечала. Замглавы как раз, по-моему, вот этой территории, Наслега. У нас направление охрана природы, география, бассейн речки Синяя, территория нацпарка, весь южный куст Улуса Хангаласского. Мы можем подать заявку. Могут ли они подать заявку на покупку спецтехники? Я так понимаю, что техника где-то в районе 1 миллиона стоит, если это тот же адресат. Что мы говорим? По идее, написано, что техника, возможно, только специализированная, да, но мы так, насколько я поняла, что если, допустим, перевозка детей или людей с ограниченными возможностями, а что значит спецтехника? Вот вы дадите эти средства на технику? Так, я смотрю, сразу вот открыла указ, так, где у нас были ограничения по непред... Это пункт 4.3. Запрещается осуществлять. Это запрещение. А на что можно? Какой пункт был? Может, тут Вячеслав есть, нас сориентирует еще? Тут прописано, что за счет средств гранта нельзя приобретать, значит, пункт 4.3 и абзац, так считаю, абзац, он третий с конца. Приобретение автотранспорта за исключением специализированного автотранспорта, признанного таковым в соответствии с федеральным законодательством. То есть, если мы говорим об оборудовании, оборудование можно приобретать. Но тут у нас идут, значит, запрещающие пункты именно по автотранспорту.
Если мы говорим, еще раз повторяю, оборудование, то оборудование, в принципе, можно приобретать. А вот спецтехника, сегодня говорили, для тушения пожаров в районе 1 миллиона рублей. На это дадут средства? Смотрите, приобретение автотранспорта за исключением специализированного автотранспорта, признанного таковым в соответствии с федеральным законодательством. То есть в федеральном законодательстве есть перечень специализированного автотранспорта. Скорее всего, нужно вот его поднять и посмотреть. Скорее всего, допустим, противопожарная техника является специализированным автотранспортом. Поднимите вот люди, которые тем более занимаются, значит, тушением пожаров или какими-то работами, они, наверное, очень хорошо знакомы с этим федеральным законодательством. То есть мы не должны приобретать автотранспорт, там, допустим, легковой, для того, чтобы просто так ездить. Мы можем приобретать специализированный автотранспорт. Но опять-таки нужно посмотреть в перечне, который утвержден федеральным законодательством. Угу. Хорошо, спасибо. Ну, вроде бы вопросов больше нет, коллеги. Запишите наши телефоны, почты. Кто отправил свою электронную почту, телефоны, название организации, мы вам отправим. Вначале мы вас попросим участвовать в исследовании потенциала гражданского общества и отправим анкетки и просим их заполнить. Это нужно для нас, для всех. А потом мы отправим вслед ссылку на сегодняшний вебинар, и вы увидите наш YouTube-канал. Заходите, подписывайтесь. Единый ресурсный центр Республики Саха-Якутия. Там вы увидите все наши вебинары, которые были и по социальному проектированию, и как заполнить заявку, и сегодняшний тоже мы разместим. И, кроме того, вот вы можете, мы вам написали телефоны, к нам можете обращаться. А кто запрос на справку из Минюста сделал, мы также сейчас из протокола их вынем и в табличку включим и отправим в Минюст, управление Минюст. Анкету заполнили, спасибо большое. Это хорошо. Да, ну что, коллеги, вопросов нет. Благодарим Надежду Вячеславовну, что вы лично присутствовали сегодня. Это очень важный момент, потому что вот такие нюансы, да, есть, и мы не на все можем ответить вопросы. Это действительно так. Мы еще все здесь, как бы, это первая проба пера, вот этот конкурс. Но радует, что у нас принцип единого окна, что у нас один портал, что у нас одни эксперты, что у нас один уполномоченный орган, и это здорово, и это значит, мы приближаемся к уровню фонда президентских грантов, и мы его достигнем, я уверена.